Голос из прошлого, как послание нам от наших предков. Это можно назвать бесценной культурной находкой. Этим аудиозаписям более 110 лет. Сегодня, спустя целый век, старинные грамм-пластинки, перезаписанные на CD-диск, передает Госархиву Ингушетии руководитель франко-ингушского исследовательского центра в Париже. Эти записи нами выкуплены, мы являемся собственниками, и мы их передаем в наш республиканский архив для использования. Вот сам диск. Всего же речь идет о 4 дисках, 8 записей с уникальным многоголосым хоровым исполнением религиозных песнопений ингушами, а также сольные выступления Ильяса Эфенди Азиева. Помимо прочего, на грамм-пластинках нашли и фрагменты ингушских шуток, рассказ Хато и Юнуса. Иса Боков даже вдали от родины продолжает изучать историю своего края. Впервые вместе с товарищем он услышал старинные грамм-пластинки в Национальной библиотеке Франции имени Франсуа Миттерана. Эмоции сдержать не получилось, признается руководитель франко-ингушского исследовательского центра. У нас мы, во-первых, немного онемели, потому что слышать слова, которые были произнесены 110 лет назад, это неописуемо. Мы даже прослезились в том плане, что это же наши сородичи, наши предки. Поэтому для меня это был большой такой культурный шок. И мы все сделали. Потом мы организовали переписку, и мы все сделали, чтобы это оттуда забрать. Записи в 1911-18 годах были сделаны французской компанией ПТ, изобретательницей патефона, одной из крупнейших звукозаписывающих фирм, представительства которой также находились в России, на тот момент Российской империи. Они открыли филиалы в городе Санкт-Петербург и в Ростове. Это было все до революции. Здесь вот то, что мы имеем на руках сегодня, в этих записях указано, что это 911 год. Они предположительно сделаны во Владикавказе, но сам участник этой записи – это Азиев Эфенди. Он дишался Кханхулбыз, потому что он собрал большую группу людей, и они на замужду, а у них вот это исполнение. Вот, это мы тоже смотрели надпись, вот здесь она указана, здесь даже вот этот твердый знак, это уже то подтверждение, что это было до революции. Народная музыка, фольклор и сказания у ингушей имели глубокие корни и традиции. Записи уникальны тем, что позволяют услышать дореволюционное, сольное и многоголосое пение ингушских исполнителей, а также ингушские шутки. Так исследователи зачастую узнают разные исторические детали, которые в то время по разным причинам не были зафиксированы в письменном виде. Пока говорить, когда записи станут общедоступными, рано. Госархиву Ингушетии предстоит проделать тщательную работу в этом направлении. В ближайшее время мы свяжемся с нашими коллегами, там, где есть техническая возможность по реставрации этих материалов. В целом их можно и сегодня показывать, вернее слушать, но они не того качества. Соответственно, с ними надо поработать. То есть шумы определенные, там, звук и так далее, все это нужно отрегулировать. Как только эту работу сделаем, обязательно все эти материалы будут должным образом описаны, соответственно, научная справка к ним составлена. И уже, соответственно, после этого мы обязательно дальше будем смотреть, если что-то необходимо на телевидении там, и так далее, мы это все, конечно, будем исследовательно предоставлять в нашем читальном зале. Это будет работать. То есть в этом направлении обязательно будем работать. То есть сроки сейчас еще рано обозначать, потому что это пока только начало пути, и здесь сложно говорить о сроках. Госархив Ингушетии совместно с франко-ингушским исследовательским центром в Париже планирует и дальше продолжать тесное сотрудничество. В скором времени Иса Боков обещает привезти на родину старинные ингушские фотографии, сделанные в 1890 году. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.